В Якутске осужденному за наркопреступление предоставили выбор – тюрьма или лечение. Если обвиняемый не будет уклоняться и полностью пройдет курс реабилитации, то уголовная ответственность его не коснется. Подробности у Марии Ивановой. 25 мая вступил в силу федеральный закон номер 313 ФЗ, предусматривающий вопросы совершенствования правового механизма побуждения лиц, страдающих наркотической зависимостью, к лечению, реабилитации и ресоциализации. В суде за незаконное хранение наркотиков обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Но предоставленный сотрудниками республиканского наркоконтроля результату судебной психиатрической экспертизы, подтверждающие у обвиняемого наличие серьезной зависимости от наркотиков, а также его добровольное желание избавиться от зависимости, это послужило основой для применения поправки части 1 статьи 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В итоге осужденный получил отсрочку на лечение сроком на 3 года. Сейчас осужденный состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции и обязан посещать Якутский республиканский наркологический диспансер. Если он будет уклоняться от лечения или реабилитации, либо совершит новое преступление, суд отменит решение и фигурант отправится в колонию. В течение года, человек все-таки меняет свои убеждения, психологически перестраивается. Очень трудная, сложная работа – это реабилитация, но ей надо заниматься. Потому что если больной будет находиться у нас в обществе, в семье, он будет отравлять жизнь семьи, он будет как какой-нибудь инфекционный больной с сифилисом или СПИДом, будет привлекать, заражать окружающую молодежь, к этому делу, к алкоголизму и наркомании. Это очень большая проблема. Их надо из общества, стараться элиминировать, и исправлять. Вот этим и занимаемся. Теперь, если сотрудники правоохранительных органов установят факт немедицинского потребления наркотиков задержанными, то суд обяжет нарушителя пройти диагностику, лечение и профилактику. Контролировать исполнение судебных решений будет ФСКН России. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 июля 2014 года номер 507 ФСКН России наделена полномочиями по координации деятельности органов исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней в сфере реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Как показывает практика, наркоманы со стажем неоднократно подвергаются административному наказанию за наркопотребление. Однако такого рода мера не мотивирует человека на избавление от пагубной привычки. Согласно статистике, именно наркопотребители формируют основной рынок спроса на наркотики и инфраструктуру их сбыта. Лечение, реабилитация и ресоциализация выведут указанную категорию лиц из наркозависимости, что будет способствовать уменьшению наркосбыта. Мария Иванова, Егор Максимов, Иван Семенов. Новости столицы.